10,9% акций «Алроса» выкупили инвесторы из Азии, Европы и России, сообщают сегодня СМИ со ссылкой на ВТБ «Капитал». После раскрытия деталей приватизации «Алроса» и акции на московской бирже дорожают. Что даст алмазной компании продажи части госпакета и как это скажется на акционерах, выясняла наш корреспондент Туяра Филиппова. В результате приватизации «Алроса» российский бюджет получит дополнительно 52 миллиарда 200 миллионов рублей. И это было, пожалуй, главной целью продажи части госпакета акций. После проведенной сделки контроль над алмазной компанией государство сохраняет. После размещения в собственности Российской Федерации останется 33,1% акций компании, а доля акций компании в свободном обращении вырастет с 23 до 34%. «Алроса» – одна из динамично и устойчиво развивающихся мировых компаний, несмотря на кризис. Результаты, они говорят, прошлый год мы завершили, мы финансово устойчивы. Пусть мы не достигли плановых показателей по чистой прибыли и выручке, но тем не менее показатели устойчивости компании более чем хорошие. До торгов долго спорили, а время ли сейчас продавать акции. Теперь и правительство, и эксперты констатируют, что сделка удалась. Этот пакет, он ушел по 65 рублей. И это удачно, и не надо ориентироваться на цену, которая есть на бирже, 67 с небольшим рублей, поскольку там торгуются небольшие пакеты акций. Правительство может продать еще около 8% акций, при этом доли Якутии и 8 улусов алмазной провинции затрагиваться не будут. Ведь поступающие в качестве дивидендов доходы позволяют улусам решать многие социальные проблемы. Мы нынче приобрели по дивидендам, за счет дивидендов 13 водоочистных сооружений, которые будут в 2016 году уже введены в эксплуатацию, так что население будет уже, скажем, потреблять уже чистую воду. Первая крупная IPO-компания в свое время существенно увеличила дивиденды акционеров. Размеры дивидендов они были меньше 10 миллионов рублей, то после открытия компании, соответственно, у нас результаты получились очень даже неплохие. После пятничных торгов вес акций «Алроса» по оценке ВТБ «Капитал» в индексе MSCI Russia Standard может увеличиться на 40% до 2%, что в свою очередь может привести к притоку акций компании около 70 миллионов долларов. Туяра Филиппова, Илья Жараев, НВК «Саха», Якутск.